Да, молодец. Это будет минус С и минус БТ. Короче, так. Ну или с общим знаменателем. Если найти общий знаменатель, потом будет это отрицательным числом и найти множь. А определение дроби сможешь дать? Определение дроби это легко. Ну это А делить на Б. Ну, Значит, А целое число, Б целое число, и Б не равно Б. Все подробно. Множество Q, множество всех рациональных чисел. Q. Ну, как это определение, просто чтобы дробь. Смотри, дробь это целое разделить на целое, и на 0 делить нельзя, правильно? Как написать? Ну, у тебя уже есть целое разделить на целое, а и только нужно сказать, что не целое, да? Ты не скажешь, что не целое. А? Не равно нулю? Нет, что не целое. А и Б целое. Это же три деления или? Нет. А и Б, как мы пишем? Ну, и как мы математики? И мы уже. Запятую ставим, да? Ну, А Это уже будет. А и Б целый. А как мы знаем, что они целые? Ну, Все элементы множества какого? Целых чисел. Ну, вот так. Равно целое. Правильно. Не равно, принадлежат. Принадлежат это три точки, да? Нет. Да что ж это за знаки эти? Е украинская. Точно. В другую сторону. Это Я путаюсь. Смотри, А и Б же принадлежат. Не множество принадлежит А и Б принадлежит. В какую сторону открывается, в такую принадлежит. Я могу в другую сторону писать. Ага, множество, какое множество? Не понял. Целых чисел, да, как оно получается? Буковка С? Точно С. С это комплексное число. Слушай. Натуральный какой? Натуральное это N. А целый? Целое это N. Нет, это натуральные целые. Смотри внимательно, тебе рассказываю. Какие? Так? Угу. С. Отлично. Z. З. Угу. Это С. И B что? Б. П не равно нулю. Ну, а где это видно? Сейчас. Вот так П. Зачеркнутое равно нулю. Не равно. Молодец. Супер. Там Вот это точно. определение дроби. О, молодец. Смотри, и теперь А может быть как положительным, так и отрицательным, так и нулевым, правильно? А Б может быть как положительным, так и отрицательным, но нулевым не может быть. А значит, мы можем что? Положительное делить на отрицательное, 0 делить на положительное, на отрицательное, 0 все равно получать. Можем делить отрицательное на отрицательное, получать положительное, можем отрицательное делить на положительное, получать отрицательное, исходя из того записи, которую ты написала. Это же если отрицательное делить на положительное, будет отрицательное число, положительное делить на отрицательное, тоже будет отрицательное число. Так, все закономерность. Все, супер. Дальше. Можем делить и умножать дробь. Ура! Супер. Деление, да. Да. Деление начинаем. Чтобы разделить дробь. Сначала умножить. Чтобы научиться делить, нужно сначала научиться умножить. Чтобы умножить, да? Надо знаменатель умножить на знаменатель, числитель на числитель. Деление. Ага. Деление я сделала. Это у меня деление, а вот сейчас будет умножение. Сейчас. Это найдет умножение. Чтобы умножить дробь на дробь, числитель на числитель, надо легкотня. Да. Умножать легко. Дальше делить. Это еще легче. Если они сокращаются. Нет, деление это то, Да, что до надо этого дойдем умножить. через еще, да? Теперь их просто нужно умножить. Теперь делим. Ага, деление, да. Ага, чтобы одну дробь разделить на другую. Заметьте, ни одной цифры не написали. Все. Молодцы. Она молодец, смотри, она ни одной цифры не написала. Я тоже ни одной цифры не написала. Молодец. Надо найти их общий знаменатель. Не надо Не здесь надо. никаких. Надо сделать АБ умножить на ДЦ, это перевернутое число, и умножить, чтобы получилось АД и БЦ. Молодец. Чтобы разделить дробь на дробь, нужно что? Умножить на перевернутое число. Ага.
числитель первой дроби. Там получается АД, а умножить снизу на БД. знаменатель второй Числитель дроби. сверху будет АД, а знаменатель БЦ. Ага. Ну, то есть два делителя. Ага, теперь переверни новый листик, будем складывать и отнимать. Ой, люблю так эти складывать. Листай до чистого, а там есть. Ну, складывайте. Можете отнимать. АБ плюс СД равно общий знаменатель. Общий знаменатель я не помню, как находится. Вот сейчас нам сегодня расспрашивают. А что это ты формулу сокращенного умножения делаешь? Почему? Не, она сложение умножения делает. А, Ой, так это сложение вычитания. это плюс И минус. просто лень писать два раза, и она пишет в одну формулу обе формулы. Ну, я понял. Правильно делает? Да? Лень. Это правильно, это конструктивная лень. Получается, тут Нужно домножить, да? И числитель и знаменатель. Молодец. Только ты объясни, что ты делаешь. она нашла общий знаменатель снизу. Да, Это что она БД. сделала? Она просто Потом она перемножила, да? Потом я умножила первую дробь на знаменатель второй дроби и вторую дробь на знаменатель первой. Ага. Все, и числитель ты и не дробь умножила, а числитель и знаменатель первой дроби. Если ты просто дробь умножила, у тебя получилось бы, например, b умножить на cd, получилось бы bc деленное на d, правильно? А ты и числитель Ну, и и знаменатель. числитель знаменатель умножила на знаменатель. Я второй оказалась дробь. И привела к общему знаменателю. Что получается? Ага, равно d. Ну, тьфу, bd снизу. Ну, знаменатель bd снизу. Сейчас это знаменатель БД. А потом d плюс b равно db и bd. Ну, тут все наоборот. Все. Смотри дальше, что мы будем делать? Все сделал. К общему знаменателю не привела. Если у дроби общий знаменатель, его прямо снизу можно и написать, да? d плюс минус b. D плюс. А, точно, это же d, это У снизу. тебя так получилось? Мгм. Точно? Мгм. Хорошо. Отлично. И ты пример какой-нибудь. Давай ты решишь пример какой. Какой? Нет. А, ну да.